прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. В слиянии с природой. Досуг любого приезжего на усадьбу Новый Шарой уже при входе сопровождает национальная музыка, которая завлекает за собой и заставляет окунуться в местную атмосферу. Семейная база отдыха «Усадьба» пользуется большой популярностью среди туристов. Что она предлагает? В поисках талантов. Это замечательно, когда есть такой проект, чтобы мы таким образом находили эти таланты. В Чеченской филармонии состоялось прослушивание участников музыкального проекта «Декаса Аз». Какие критерии отбора? Учение «Свет». Лауреат 11-го республиканского конкурса «Лучший студент 2024» в номинации «Молодой историк». В Грозном назвали имена лучших студентов года. Сколько номинаций было представлено? Рамзан Кадыров посетил церемонию закрытия 7-го международного фестиваля конкурса «Орфей» памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева. Яркий музыкальный вечер проходил во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева в рамках нацпроекта «Культура» при поддержке одноименных ведомств страны и республики. Участвовали 75 лучших вокалистов из России и зарубежья. Стоит отметить, что среди них в категории эстрадный вокал призовые места завоевали представители нашей республики Юсуп Берсанукаев и Абдулкерим Мускеев. С поздравительной речью выступила директор Чеченской филармонии имени Аднана Шахбулатова Элина Муртазова. С большим удовольствием хочу поприветствовать нашего дорогого гостя, главу Чеченской Республики Ларми Пачхамашву. Ваше присутствие для нас большой подарок. Также хочу поприветствовать членов жюри. Добрый вечер. И всех конкурсантов. Спасибо вам большое, что разделили с нами эти 2 замечательных дня. Надеюсь, что вы уедете с массой положительных впечатлений домой. Специальным призом председателя оргкомитета 7-го международного фестиваля конкурса «Орфей» памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева награждается Соловьева Валентина Александровна. Министр культуры объявила о приятной новости от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Это денежные премии всем победителям и призерам, а каждому члену жюри выделено по 500 тысяч рублей. Уважаемый Рамзан Ахматович, уважаемые гости, мы рады приветствовать вас на закрытии 7-го международного фестиваля имени народного артиста СССР Муслима Магомаева «Орфей». И сегодня в этом зале собрались очень много участников, более 75 участников, как никогда. Этот год собрал много заявок, и в нашем мероприятии участвуют уже не только субъекты Российской Федерации, но и страны из зарубежья. Я очень благодарен и хочу сказать слова искренней благодарности главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, который создает условия для развития культуры и искусства в нашем регионе. Также хотелось сказать слова благодарности в лице жюри и председателя жюри Николая Ивановича Васильева за ту работу и труд, который вы провели за эти дни. Огромное спасибо вам еще раз. И хотелось бы вспомнить и напомнить, и рассказать тем людям, которые сегодня здесь находятся, сегодняшние условия и такие масштабные концертные площадки у нас не были бы, если бы не первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат Хаджи Кадыров, да Аллах Кобал Дольцин, который
заложил крепкий фундамент для развития Чеченской Республики. Еще раз благодарю всех за участие, поздравляю победителей, а также наших всех участников. И сегодня повезло, можно сказать, тем людям, которые подали заявки, поучаствовали в нашем мероприятии. Сегодня на нашем мероприятии присутствует глава республики Рамзан Ахматович Кадыров. По его решению из регионального общественного фонда именно в этом году выделены специальные денежные премии, гран-при 1 миллион. По остальным призовым местам первое место 500 тысяч, второе 300 и третье 200 тысяч рублей. Спасибо вам, Рамзан Ахматович, за столь щедрые призовые места. Специальным призом министра культуры Чеченской Республики награждается Прилепка Анна Геннадьевна. Звание победителя Гран-при присуждается Ивановой Екатерине Алексеевне. Ноты высокие, требования строгие. Участники молодежного проекта Чеченской филармонии имени Аднана Шахбулатова «ДЕКСААС» проходит прослушивание. Живые эмоции, яркие голоса и интересные песни создают уникальную атмосферу. Главное условие для успеха – наличие незаурядных вокальных данных. Торпал Али Тайсумов уже услышал конкурсантов, присоединимся к нему. Живой звук с четким тембром. Около 70 участников заявлены на отборочном этапе прослушивания вокалистов в рамках проекта «ДЕКСААС» филармонии имени Аднана Шахбулатова. Членами жюри выступили прославленные артисты и официальные лица во главе с директором филармонии Элиной Муртазовой. По ее словам, данный конкурс – это шанс для самореализации тем, кто мечтает о сцене. Во-первых, большой опыт для ребят, которые хотят посвятить свою жизнь сцене. Вот. Во-вторых, это возможность работать в Чеченской государственной филармонии, петь на большой сцене. Ну и, мне кажется, большой шаг к успеху, трамплином счастливое будущее послужит. Жюри не просто вслушивается в вокальное исполнение, оно оценивает творческий путь участников, музыкальное образование, их стремление к карьере певцов. А она может сложиться у каждого, стоит только верить в себя, не поддаваясь сомнению, страхам и трудиться. Я хочу сказать, что таланты, они всегда были, есть и будут. Но есть талантливые люди, ребята, которые стесняются приходить, вот так вот показывать свой талант. И это замечательно, когда есть такой проект, чтобы мы таким образом находили эти таланты. Все конкурсанты исполняют заранее выбранные композиции. Затем им предлагается вокальный куплет и припев на чеченском и русском языках. При этом участники все как один благодарят организаторов за возможность показать свои навыки и в дальнейшем развить музыкальный талант. Один из них Шамиль Сулаев, чеченец, который для участия в отборе специально прибыл из Франции. Хочу отметить масштаб этого проекта. Все очень хорошо подготовлено. Как сказать, очень много участников с разных регионов даже приезжают. Я сам лично прилетел из Франции, чтобы поучаствовать и попытать свое участие в этом конкурсе. Хочу отметить также работу жюри. Очень профессионально помогает собраться на сцене, дают отдельные советы. Отдельное спасибо Дине Шагидаевой, Алине Муртазовой. Все нацелено на то, чтобы раскрыть наши таланты и чтобы мы могли в дальнейшем реализовать себя на сцене. Несмотря на конкуренцию, молодые люди поддерживают друг друга и переживают. При этом каждый из них пришел сюда со своей группой поддержки. Это друзья и родственники будущих артистов эстрады. Каждое выступление исполнено с душой. К сожалению, пройдут не все. Те, кто в этот раз останется вне списка лучших, получат свой шанс в новых отборочных турах. А победившие сегодня пройдут дополнительные прослушивания. Торпал Али Тайсумов и Моусар Хаджиев. Вести. Чеченская Республика.
Более 50 тысяч турецких граждан посетили Россию с июня по сентябрь этого года, что на 80% больше по сравнению с прошлым годом. В то же время число россиян, побывавших в Турции за 3 летних месяца, увеличилось на 7%. Эти цифры озвучили на заседании российско-турецкой туристической рабочей группы, где обсуждались вопросы медицинского обслуживания и здоровья прибывающих гостей в условиях интенсивного потока в разгар сезона. Участники встречи оценили общую динамику туристического потенциала. Гости попросили рассмотреть возможность введения безвизового режима для граждан Турции. По их мнению, это значительно увеличит поток туристов и создаст множественные преимущества для других направлений сотрудничества. У нас было очень приятно, что 14-е заседание прошло в очень красивой республике, в этом географическом рае. Для нас это было очень приятной, интересной новостью. Обсуждали также возможность увеличения туристического потенциала республики, учитывая опыт, который есть в Турецкой республике, которым мы могли бы поделиться с Чеченской республикой. И то, что исторически у нас были соседские, добрососедские отношения, это будет одна из причин того, что увеличится количество туристов из Турции в Чеченскую республику. На дворе почти зима, это значит, настало время подводить итоги самого ожидаемого события учебного года – конкурса «Лучший студент-2024». Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Национальной библиотеке, признанном центре интеллектуальной жизни. 4 номинации, почти 50 участников, все они яркие личности, способные вдохновлять. Имена победителей знает Валентина Гусевская. В Национальной библиотеке подвели итоги республиканского конкурса «Лучший студент года». На протяжении 11 лет интеллектуальный центр Чеченской республики выбирает самых талантливых из вузов региона. Дагмара Абубакарова – студентка 3-го курса направления бизнес-информатика Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика Миллионщикова. Сегодня она стала лауреатом в номинации за успехи во владении знаниями. На самом деле очень неожиданно, волнительно, потому что в нашей республике действительно очень много талантливой молодежи, которая заслуживает эту награду, и для меня честь быть одной из них. Было очень приятно. Хотелось бы выразить слова благодарности всему коллективу, организаторам данной премии, что действительно дают возможность студентам быть признанными как бы за свои заслуги, отмеченными. Это действительно очень важно и престижно. В особенности хочется выразить благодарность своему вузу, Грозненскому нефтяному, в лице ректора вуза Мицаева Магомеда Шаваловича и директору нашего института Магомаевой Лили Романовне, которая по совместительству является моим научным руководителем. Эти люди действительно помогают студентам самореализовываться, становиться теми, которыми действительно можно гордиться не только в рамках вуза, но и в рамках всей республики. Спасибо всем большое. В рамках вуза Дагмара, участница научного сообщества, состоит в проектной команде. Поддержать девушку пришла наставница. На кафедре студентку уже ждут в качестве сотрудника после получения диплома об образовании. Несмотря на то, что она учится только на 3-м курсе, вот всевозможные мероприятия, которые проходили и в стенах нашего вуза, и за его пределами, она везде была лучше и никогда не боялась трудностей. То есть все, что я поручала ей сделать, написать статью, поучаствовать в конкурсе, у нее всегда это получалось. Лауреатов и номинантов выбирали на основе достижений, которые они получали в период обучения. Председатели жюри ознакомились с множеством портфолио участников. Каждая страница, каждое достижение – результат упорной работы и долгих усилий. На конкурс портфолио подавали 49 студентов из 4 вузов Грозного. Только 30 из них смогли выйти в финал, 15 стали номинантами, еще 15 лауреатами. В этом году события приурочили году истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия чеченского народа. Именно поэтому к 3 постоянным номинациям за успехи во владении знаниями, за успехи в научной работе и лучший студент года добавили дополнительную молодой историк. Нет никаких сомнений в том, что это мероприятие имеет бесспорное значение для подрастающего поколения, потому что сегодня мы встречались с теми, кто завтра окажется полезным для нашей республики. Это мероприятие было посвящено для того, чтобы стимулировать их и морально, и материально, чтобы они учились хорошо, знали, что они ответственны перед будущим чеченского народа, и были благодарны прежде всего старшему поколению, в частности своим родителям, которые бесспорно хотят, чтобы их дети
были достойными представителями чеченского народа. Помимо заслуженных дипломов, подарков и статуэток, лауреатов наградили денежным поощрением от спонсоров регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и филиала Россельхозбанка. Самые талантливые студенты были отмечены наградами в различных номинациях. Именно за такими молодыми дарованиями будущее нашей страны. Валентина Гусевская, Шамсуди Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. Семейная база отдыха с первой экофермой и контактным зоопарком функционирует в республике. Усадьба Новый Шарой расположена на живописной равнине недалеко от гор и предлагает посетителям отдых в окружении живой природы, а вдали от городской суеты. Милана Хабибулаева оценила атмосферу и комфорт базы. Уют, удобство, домашняя обстановка. И все это на свежем воздухе. Обновленная туристическая база отдыха «Усадьба» расположена в Новом Шарое. Она предлагает всевозможные виды досуга как для взрослых, так и для детей. В нашу базу входят гостиничные домики, контактный зоопарк, конные прогулки, ресторан. И в скором времени мы планируем открыть детскую игровую зону. База отдыха открылась ровно год назад. За это время ее посетили множество местных жителей, туристов с различных регионов России и даже стран. Особой популярностью у гостей пользуется контактный зоопарк. Мне тут очень нравится. Я тут первый раз. Мне все очень нравится. А что тебе запомнилось больше всего? Лошадки. Лошади здесь самых разных пород. Отдыхающих встречают задорно и легко идут на контакт. На туристической базе расположен контактный зоопарк, в котором обитают братья наши меньшие. Лошади, козлы, ослы, страусы и так далее. Любой желающий может подойти, погладить и сделать фото на память животных. Туристическая база планирует расширяться, создавая для туристов самые комфортные условия, в том числе для семейного отдыха. Досуг любого приезжего на усадьбу Новый Шарой уже при входе сопровождает национальная музыка, которая завлекает за собой и заставляет окунуться в местную атмосферу. Стоит отметить, что в Чеченской Республике множество достопримечательностей, которые ежегодно посещают десятки тысяч гостей. Они отмечают радушие местного населения, красоту города и незабываемые эмоции. Посетили мечи, знаменитую площадь Пятиминутка, парк цветов. Ну, дальше у нас еще будет экскурсия. Татьяна Великих уже давно работает экскурсоводом в фирме «Кавказ» города Ессентуки. Женщина отмечает, что желающих посетить Чеченскую Республику с каждым разом все больше. У нас было и по 2 машины мы привозили. У нас мы приезжали каждый раз 2 раза в неделю. Вот. Так что да, гостей было много, очень много. В регионе проводятся многочисленные экскурсии, пешие походы, строятся новейшие туристические базы. Одним словом, туризм в регионе развивается, как и все другие направления. Милана Хабибулаева, Ислам Нацуров, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Восхождение на неприступные горные уступы стало настоящим приключением для участников пешего похода. Маршрут «Волчья тропа» протянулся на 7 километров и открыт совсем недавно. Название не случайное. Когда-то там обитали дикие животные, но с началом активного строительства они покинули эти места. Тропа ведет к реке Умичу, где раскинулись живописные густые леса. Амир Халадов об атмосфере гор. Горы и Тумкалинский район – курорт ведущий. Именно отсюда начинается пеший поход протяженностью 7 километров. Пройти этот путь собралось более 60 путешественников. Их цель – добраться на вершину горного хребта Хачарайдук и вернуться обратно. Участники и организаторы уверены, что это путешествие пройдет на высшем уровне. Все настроены дружелюбно, они энергичны, полны позитива и как следует подготовлены. У всех припасены еда, теплая одежда и хорошее настроение. Это мой первый раз здесь, и я видал это красивое место, и я очень рад, что я здесь этот день. Исаак прилетел к нам из Ганны. На родине он получил диплом инженера, а затем поступил на магистратуру в Санкт-Петербурге. Год назад Исаак усвоил русский язык, а теперь решил продолжить учебу в аспирантуре Грозненского государственного нефтяного технического университета. Он утверждает, что местное население гостеприимное и доброе. Он комфортно себя чувствует в его обществе. Впереди еще половина дороги, а атмосфера похода уже сейчас ощущается по-настоящему семейной. Путешественники знакомятся, общаются друг с другом и делятся едой. У Волчьей тропы, так называется маршрут, средний уровень сложности. Тем не менее, и мужчины, и женщины преодолевают испытания без особых трудностей. Такие мероприятия не просто приятное времяпрепровождение, они также полезны для здоровья и дают прекрасную возможность насладиться природой.
Организаторы уверены, что проведение подобных акций в нашем регионе крайне важно. Это помогает популяризировать активный образ жизни, объединять людей и привлекать внимание к природной красоте края. В первую очередь это освещение таких горных местностей, чтобы люди понимали, что не надо никуда выезжать. У нас в Чечне есть много красивых мест, чтобы сами чеченцы начали отдыхать. Новый маршрут могут провести уже в декабре этого года. Организаторы мероприятия надеются, что этому ничего не помешает. Амир Халадов, Саид Али Ампукаев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Отличное осеннее настроение объединило участников историко-географической экспедиции по тропам предков, которые внесли свой вклад в создание уютного и зеленого пространства в центре Аргуна. Они высадили 100 саженцев яблонь, слив, абрикосов, шпанки. Акция не только украсила город молодыми деревьями, но и стала ярким примером гражданской ответственности и заботы о природе. Репортаж Лейлы Муртазовой. С самого раннего утра участники историко-географической экспедиции по тропам предков, реализуя свою общественную инициативу, собрались в парке города Аргун. Вооружившись лопатами и перчатками, они начали сажать саженцы деревьев. Осень, как раз время посадки деревьев удачная. Ее подхватили, поэтому сегодня часть нашей экспедиции, часть группы приехала в город Аргун. Тоже спонтанно мы думали, где бы было такое место. Увидели, что в общественном парке в центре города Аргуна нет деревьев. Спросили у администрации, они дали разрешение, мы все согласовали. И решали долго, декоративные ли будут деревья или плодовые. Решили, что плодовые будут более полезны для людей. 20 груш, в таком же количестве яблок, слив, абрикосов и шпанка. Именно эти плодовые деревья будут украшать территорию. Через несколько лет местные жители смогут наслаждаться вкусным урожаем. Чтобы подарить такую возможность, собравшиеся активно вошли в процесс посадки, копая яму глубже и шире. Далее, поместив саженец, они заполняют ее землей, чтобы избежать пустот. Осуществить благую инициативу было решено председателем Совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека Тимуром Алиевым совместно с председателем Федерации профсоюзов Чеченской Республики Хусейном Салтагириевым. Совет при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека. Это председатель Тимур Аша. Тропами предков экспедицию и походирую еще надеял чел ахю нохчимот что билгалда хинс история географическая археология киташда хиш таю что холохшду. Завершающий этап посадки – это удобрение и полив. Среди желающих внести свой вклад в озеленение города были как взрослые, так и дети. Лариса Истамолова, приняв участие в экологическом мероприятии, осуществила свою небольшую мечту. Я живу в Этажках, и посадить дерево – это, можно сказать, последний гельштадт, который я закрыла. Давно мечтала, хотела. И то, что по тропам предков ребята вообще придумали это, организовали, нашли место, купили то, что нужно. Нужно должное отдать нашим организаторам. Это была моя мечта давнейшая. Организаторы надеются, что данное мероприятие станет доброй традицией и будет проводиться в разных районах и городах региона, а также вдохновить людей заботиться о природе и участвовать в ее сохранении. Посаженные осенью деревья успевают адаптироваться к новым условиям и развить корни перед зимними морозами. Специалисты утверждают, что в это время года меньше растений, что позволяет саженцам получить необходимые ресурсы. Лейла Муртазова, Магомед Басаев, Магомед Ахмадов, Вести, Чеченская Республика. Новая многонациональная группа добровольцев отправилась в зону проведения специальной военной операции. Они прошли двухнедельный курс военной подготовки в Российском университете спецназа, где их обучал опытный инструкторский состав. Среди парней есть как новобранцы, так и те, кто уже не в первый раз направляется на передовую. Все необходимое им обеспечивает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Проводили добровольцев представители республиканской власти. Бойцы
сами знаете, что такое боевое братство в зоне проведения СВО. Поддерживайте друг друга. Цените братскую дружбу легендарного спецназа «Ахмат». Бойцы, я от вашего имени хочу поблагодарить Общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмада Хаджикадырова, а также главу Чеченской Республики, Героя России, генерал-полковника Рамзана Ахматовича Кадырова, который курирует наши подразделения в зоне проведения СВО, а также подготовка в Российском университете спецназа и, конечно, отправка. И судьба каждого бойца для нас дорог. Бойцы, низкий поклон вашим отцам, матерям, которые воспитали достойных защитников своего Отечества. Предварительно бойцы заключили контракты с Министерством обороны. Это гарантирует получение всех льгот и социальных гарантий. Я из города Курска. Наверное, это и говорит причину отправления в зону специальной военной операции. С Чеченской Республикой знаком достаточно давно по своей работе. Приезжал сюда в составе международной общественной организации «Союз столиц и крупных городов». Изучал феномен Чеченской Республики, как можно было за 20 лет полностью восстановить республику. Ахмат для меня это не просто слова, это стал образом жизни. Честь, достоинство, смелость и правильное воспитание молодежи. Я отец 4 детей, нахожусь здесь с бойцами, понимая, что если идти на фронт, то только в тех подразделениях, где солдат обучен, слажен и знает, что делать. И каждый здесь подставляет друг другу плечо, а не подножку. Поэтому в таком составе идти в бой можно, и не то и в разведку, и нужно. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах, социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.